я полагаю, что вот такие обсуждения, они тоже в какой-то мере приближают нас к тому, чтобы вырабатывать наиболее оптимальные решения по вопросам о взаимодействии и сотрудничестве, в частности, и между странами, входящими в Евразийский экономический союз, и теми странами, которые в СНГ тоже входят. Да? И вот сейчас я с большим удовольствием предоставлю слово нашим коллегам из Душанбе, из Таджикистана, которые также в развитии вот этой проблематики, связанной с регулированием, правовым регулированием в сфере энергетики, но исходя из широкого понимания энергетики, да, сегодня уже не раз подчеркивали мы, что не только мы понимаем отношения в сфере электроэнергетики, мы сюда включаем все отношения, которые связаны с первичными энергоресурсами. И предоставляем слово уважаемому Махмаду Забировичу Рахимову, член-корреспонденту Национальной академии наук Республики Таджикистан, доктору юридических наук, профессору, и его ученику Сангинову Даниёру Шамахмадовичу, который на сегодняшний день наряду с деятельностью педагогической также и выполняет функции проректора Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Тема доклада у них «Правовые проблемы инновационной деятельности в нефтегазовой отрасли Республики Таджикистан». И посмотрим, вот какие имеются направления. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Нас слышно? Да, слышно и видно. Очень хорошее изображение, несмотря на расстояние. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мы рады принять участие в круглом столе и выступить с докладом. Надо отметить, что уважаемый Махмад Забирович сейчас выступает в другой конференции, поэтому с вашего разрешения я буду выступать по данной тематике. И в частности, мы хотели выразить огромную благодарность ученых предпринимательского права Таджикистана Роза Наилевны за поддержку в защите кандидатской докторской диссертации в качестве официального оппонента. Спасибо. Уважаемые коллеги, как вы знаете, по данной теме правовые проблемы инновационной деятельности в нефтегазовой отрасли Республики Таджикистан у нас идет сейчас огромное научно-теоретическое исследование, потому что начиная с 2013 года в Республике Таджикистан был издан учебник «Энергетическое право Республики Таджикистан», и сегодня мы будем рассматривать некоторые аспекты по инновационному развитию. В современном мире усиливается конкуренция среди международных нефтегазовых компаний, особенно обостряется их технологическое соперничество. В этих условиях топливно-энергетическая сфера чем дальше, тем больше будет становиться уязвимым межрегиональным и межстрановым интересам, инструментом экономической интеграции и возможных политических решений. Дефиниции собственных энергетических ресурсов будут стимулировать в странах мира ускорение научно-технического исследования и выработку предложений в сфере новых источников энергии, расширение использования возобновляемых энергоресурсов, а также энергосберегающих технологий. Развитие инноваций является естественным стремлением нефтегазовых компаний успешно развивать свой бизнес и в складывающихся рыночных условиях. Доказано, что запасы нефтяного сырья Республики Таджикистан с учетом газовых конденсатов в Таджикистане незначительные и составляют 1,6 миллионов тонн. Прогнозные запасы оцениваются в 110 миллионов тонн. Запасы нефти сосредоточены в юго-западе Таджикистана, в бассейне, в Фарганском бассейне, таджикско-афганском бассейне и так далее.
геологической разведывательной работы на перспективных нефтегазовых участках в Сагдайской области на севере Таджикистана начались с 2007 года и совместно приводится с зарубежными компаниями, как компанией Somon Oil и таджикская швейцарская компания, которая в данное время проводит свою разведку. В августе 2009 года компания получила новую лицензию на проведение геологических работ на данном участке, и на сегодняшний день в течение более 12 лет они разведывают данный округ. Надо отметить, что данные разработки не являются единственными, и, как уже говорил директор Тетис Петролиума Дэвид Робинсон, эти информации являются недостоверными, и нефтегазовая компания Тетис были получены новые данные. В соответствии с ними в Республике Таджикистан на данный момент могут быть 27,5 миллиардов баррелей, 60% из которых приходится на газ, а 31% нефти и газа конденсаты. Если же все-таки данные исследования окажутся верными, то Таджикистан войдет в список стран с крупнейшими запасами нефти и газа, подвинет со своих мест Катар, Китай и даже Бразилию. В этой связи опыт зарубежных предприятий по внедрению инноваций в нефтегазовой отрасли необходимо активно применять в условиях Республики Таджикистан в отношении самостоятельных субъектов экономики, факторов и движущих сил инновационного процесса со стороны компании. Но для разработки, для использования данных нефтяных запасов на данный момент в Республике Таджикистан законодательство имеет определенные недостатки. Например, у нас существует закон Республики Таджикистан об инновационной деятельности, предусматривающий понятие инновационная деятельность, предусматривающий определенные сферы данной инновационной деятельности. В 2015 году был принят закон о нефти и газе. Там указывается об нефтегазовых операциях как совокупность работ по проектированию, сейсмологической и геологической разведки, добыче, строительству, эксплуатации месторождений. Но развитие технологий, развитие технологических аспектов данной сфере приводит на мысль, что вот данные законы сейчас не в полной мере регулируют использование инноваций в сфере нефти и газа, и мы солидарны с уважаемым ученым Петром Гордеевичем Лохно, который сейчас участвует в данном круглом столе, что юридическая практика показывает, что без надлежащей правовой основы обеспечения устойчивого развития и функционирования энергетики при наличии в этой сфере фрагментарного законодательства и отсутствия единой методологии объективно невозможно урегулировать отдельные правовые акты, особенности деятельности, взаимосвязи и взаимозависимости предприятий ТЭК, отношения производителей и потребителей топливно-энергетического ресурса и энергетических услуг. Уважаемый Петр Гордеевич говорит о том, что сегодня нужен отдельный закон об энергетике или энергетический кодекс. Мы предлагаем в Республике Таджикистан для устранения данных разногласий, недостатков принять предпринимательский кодекс и в отдельной главе предусмотреть данную главу, то есть правовое регулирование инновационной деятельности в нефтегазовом секторе. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Благодарим вас, уважаемые Спасибо. коллеги. Благодарим вас, Махмадо Забирович, за столь содержательный доклад. И сейчас мы слово... И вот спасибо большое Даниюру
Шамахмадовичу о том, что он вспомнил про энергетический кодекс. Это не моя идея. Впервые об энергетическом кодексе Российской Федерации именно в 1994 году в колонном зале была конференция, приветствие президента было, Бориса Николаевича Ельцина. Там Анатолий Григорьевич Быков огласил эту идею, и она в том либо ином виде где-то переходит из одного предложения в другое.